Из 137 избирательных участков, открыто по всему региону, 8 распахнули свои двери в Карабулаке, 2 расположились в 3-й школе. Это 208-й участок. За все дни голосования готовится принять всего 2700 избирателей. За час сюда пришли порядка 100 человек. Это закон нашей жизни, Конституция, она не может стоять на месте. Время меняется, люди меняются, ситуации меняются, мир меняется, и безопасность тоже, нужно тоже по-другому рассматривать его. И люди, понимая это, в основном люди понимают, что эти поправки нужны были сегодня. С мнением, что новые поправки назревали давно, согласны многие жители Карабулака. Один из них – Хусейн Амаков. Депутат городского совета поспешил в участок первый же день голосования. Я думаю, эти поправки дают карт-бланш нашему населению, нашему государству успешно развиваться, идти вперед дальше. Сказать «да» новым поправкам, которые, возможно, внесут в основной закон страны, пришла и Лариса Харсиева. Несмотря на ограничения со здоровьем, женщина все же посчитала важным выполнить свой долг российского гражданина. К тому же отдать свой голос за некоторые нововведения в Конституцию просто необходимо, уверена она. Например, бесплатное среднее образование, медобслуживание и повышение соцвыплат. Чтобы наши дети могли получать своевременное образование, обучение, также медицинскую помощь. Все нуждающие, которые в чем-то нуждаются, могли спокойно себе обратиться к вышестоящим чиновникам и получать. И также достойно, чтобы наши руководители, наши учителя, наши медицинские работники могли достойно получать свою зарплату за свою проделанную работу. Индексация не реже раза в год. И отношение к инвалидам, отношение к пенсионерам, отношение к детям, что государство приоритеты расставило таким образом, что ребенок защищен. Он защищен обществом. Первое в стране общероссийское голосование за поправки в Конституцию из-за пандемии проходит с соблюдением всех мер безопасности. На входе тут же идет проверка температуры и дезинфекция рук. Вход без масок и перчаток строго воспрещен, а тем, кто забыл, выдают тут же на месте. За раз на участке принимают не менее 3 человек. Все члены избирательного участка тоже в специальной экипировке. Правда, главное правило на всех выборах для избирателей остается прежним. При себе нужно иметь паспорт. Но отдавать его в руки работников УИКа нельзя. Просто показать на месте, при этом не переходя через ограничительную линию на полу. Те же правила и процедуры голосования проходят и на соседнем избирательном участке номер 207. До 2 часов работники УИКа также успели выехать с сотрудникам силовых структур непосредственно на рабочие места. Кроме того, при необходимости собираются проводить и голосование на дому. Я согласна с этими поправками, и нам нужны для наших детей, для будущего наших внуков и детей. Я думаю, что они нужны все-таки. На каждом из участков приняты необходимые меры для общественной безопасности. Все они оборудованы металлодетекторами, на страже порядка и сотрудники правоохранительных органов, а за чистотой выборов внимательно следят общественные наблюдатели. Если человек не прописан и не подал заранее заявку о том, что он будет голосовать на данном участке, естественно, его не допустят до голосования. Здесь никаких нареканий, никаких нарушений, эксцессов не было. Все проходит на должном уровне, все правильно. В связи с эпидобстановкой процесс голосования растянули до 1 июля, чтобы любой избиратель мог прийти в удобное ему время и проголосовать. Дана Плива, Магомед Белакиев, Новости 24.